Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане дали садака в память о погибших и пострадавших во время землетрясения в Турции. В Ашхабаде заложили фундамент 3 медицинских центров, опубликовано расписание сухуров и ифтаров в пост-Рамадан и другие новости. В Ашхабаде состоялась закладка фундаментов 3 медицинских центров: Международного научно-клинического центра онкологии на 500 мест, Центра стоматологии и Международного центра педиатрии на 160 мест. В торжественной церемонии закладки новых клиник приняли участие национальный лидер туркменского народа Курбангулы Бердымухамедов и глава турецкой компании ГАП «Иншаат» Ахмед Чалык. Согласно постановлению президента Туркменистана, все 3 медицинских объекта должны быть сданы с полной готовностью к эксплуатации в 2026 году. В Туркменистане был дан садака по случаю поминовения погибших при недавнем сильном землетрясении в Турецкой республике, повлекшем многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. В поминальных мероприятиях приняли также участие группа религиозных деятелей из Турецкой республики, специально прибывших в Ашхабад. Поминальное мероприятие было организовано на средства от гонораров, поступающих от продажи книг национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслихаты Туркменистана Курбангулы Бердымухамедова. По информации муфтията Туркменистана, священный для всех мусульман месяц Рамадан в этом году начнется 23 марта. Он продлится до 20 апреля, а затем наступит праздник Ораза Байрамы. Ознакомиться с расписанием сухуров и ифтаров в пост-Рамадан для жителей Туркменистана можно на сайте Туркменпортал. В Ашхабаде прошел Туркмено-татарстанский бизнес-форум. В мероприятии приняли участие представители государственных структур 2 стран, отраслевых ведомств, а также руководители ряда татарстанских организаций и частных компаний, включая известный на весь мир Татнефть, КАМАЗ, Казанский вертолетный завод и другие. Российскую делегацию на бизнес-форуме возглавил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. МИД Великобритании сменил посла в Туркменистане. В качестве нового чрезвычайного и полномочного посла в Туркменистане назначен Стивен Конлон. Вновь назначенный посол приступит к исполнению своих обязанностей в мае 2023 года. Конлон назначен послом Его Величества в Туркменистане вместо Люсии Уайлд, которая переходит на другую должность на государственной службе. Туркменистан вошел в рейтинг стран с самым низким уровнем загрязнения воздуха. По данным World Air Quality, по итогам 2022 года Туркменистан по этому показателю опередил всех соседей по региону. Мониторингом качества воздуха в Центральной Азии занимается онлайн-платформа IQ Air. Она в режиме реального времени калибрует и согласовывает данные о качестве воздуха с наблюдательных станций по всему миру. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас в апреле-июне 2023 года из вооруженных сил, других войск и военных органов военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве граждан страны на военную службу. На озере Камнарок в Кении погибло почти 10 тысяч крокодилов. Причина массовой гибели рептилий – сильнейшая за последние 40 лет засуха. Озеро обмелело настолько, что кроме крокодилов там погибли многие другие животные, в том числе слоны. Власти принимают меры по отлову животных и переправке их в другие районы Кении, которых не коснулась засуха. В проект закона о Конституции Республики Узбекистан внесен пункт о продлении президентских полномочий с 5 до 7 лет. Нижняя палата узбекского парламента назначила референдум о продлении президентского срока на 30 апреля. В новую редакцию Конституции планируется внести еще 27 статей. Испанский «Реал» и итальянский «Наполи» завоевали последние путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» по сумме 2 матчей победил Ливерпуль, а «Наполи» оказался сильнее Айнтрахта. Таким образом определились все участники 1/4 финала. Помимо «Реала» и «Наполи» это английские Манчестер Сити и Челси, итальянские Интер и Милан, немецкая Бавария и португальская Бенфика. Жеребьевка четвертьфиналов состоится 17 марта. Туркменский боец смешанных единоборств Довлетжан Якшимурадов поднялся на 7-ю строчку в рейтинге Беллатор среди полутяжеловесов. Напомним, в ночь с 10 на 11 марта Якшимурадов победил литовца Джулиуса Энгликаса на турнире Беллатор 292. Бой продлился 3 раунда, судьи отдали победу Якшимурадову единогласным решением. Футбольный клуб Алты-Насыр из Ашхабада принял на тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты. Команда разместилась в Аджмане. Сбор продлится до 31 марта. В этом году Алты-Насыр сыграет в Кубке АФК. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.